Всем привет, с вами Роман Углев, Церковь Последнего Времени. Я считаю, что то, что я прочел сегодня в послании к евреям 2 главе с 10 стиха, это удивительные строки. Они показывают мне дыхание вечности, они говорят мне о том, насколько Бог глубок, потому что Он видит нас изначально в себе. И кто знает, возможно, что перед тем, как мы пришли в этот мир, Он имел с нами дело, и Он сказал нам: так и так, ты отправляешься в мир, ты забудешь все, что ты имел здесь, но, идя туда, тебе нужно будет исполнить вот такую и такую и такую миссию. И мы, конечно, этого не помним. И кто-то скажет мне: да ладно, с чего ты взял? Почему ты думаешь, что это так? Но я вижу Иисуса. И я вижу, что Он есть Слово, а мы есть также Слово. Мы есть письмо читаемое. То есть Он первое, последнее, в начале и в конце, и через нас, и в середине. А мы есть письмо читаемое, узнавая всеми человеками. То есть мы тоже Слово. И вот то, что я читаю в послании к евреям, оно мне именно об этом говорит, что мы, как и Он, посланы в этот мир с определенной миссией. И я вижу, что Иисус имел дело с Отцом. И Он говорит ему: вот я иду исполнить волю Твою, Божию, как в книге Твоей написано обо мне. И затем Он рождается, как обычный младенец. И Он, поскольку Он должен был быть полноценным представителем нас, людей, Он все забывает и узнает все о себе, как чистого белого листа. То есть Он учит язык, он учится ходить, он читает Писание, как и все мы, и из Писания узнает, кто он, какую славу он имел у Отца до того, как пришел сюда, и что ему предстоит выполнить. Он узнает о себе, что он Мессия, и что ему предстоит принести за всех людей жертву. Возможно, что он попросил Господа, чтобы Бог напомнил ему те вещи, которые были в вечности, и он вспомнил их, и это, возможно, может быть с нами точно так же. Итак, что здесь написано? Здесь написано: «Возвещу имя Твое братьям, посреди церкви воспою Тебя». Он цитирует Псалом 21, где псалмопевец говорит: буду возвещать имя Твое братьям посреди собрания». И вот слово «собрание» — это не греческое слово «экклезия», как в послании к евреям. Это слово «собрание», еврейское слово «кахаль», которое означает «сонм», «собрание». И имеется в виду именно люди, подающие свой голос и восхваляющие Бога. То есть вот такого рода собрание. Похоже на экклезию, но экклезия означает вызванное из этого мира, призванное. А собрание означает собранные вместе и говорящие вместе, восхваляющие Бога вместе люди. То есть посреди вот такого собрания возвещу тебя и возвещу имя. И дальше написано, что как дети были причастны плоти и крови, то он воспринял также он, и чтобы лишить смерти, лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и через страх смерти, держащего в рабстве всех, но именно через то, что он лишен силы, освободить тех, кто имеет этот страх смерти. То есть дальше написано, что сделает Господь, когда Он возвестит имя своим братьям. То есть вот эта вся огромная миссия, которую Он совершит для того, чтобы творение было свободно через откровение сынов Божьих, которые первые получают свободу, как церковь первенцев. То есть вот эта вся глубочайшая вещь, которую делает Иисус, она была предусмотрена Господом от вечности, от начала. До того, как мы родились, проснулись, как написано в еврейском, пришли в эту жизнь. И в какой-то момент мы узнали, что у нас есть вечная миссия. В какой-то момент узнали, что мы, как написано здесь, ибо освящаемые и освящаемые все от единого. Потому Он не стесняется называть их своими братьями и говорит: возвещу имя Твое, братья мои. То есть, смотрите, получается, что мы исходим от Господа, мы исходим от вечности, мы все от единого. Он первенец, но мы также называемся церковью первенцев, если, конечно, мы войдем в это высочайшее призвание Его невесты. И вот в этом всей глубине, в этом, как я говорю, эхо от вечности, то есть здесь мы видим отголосок того призвания, величайшей миссии, которая поручена нам Господом, в которую Он, как Господь, вошел, увидел, совершил, сделал, избавил нас, чтобы мы не имели страха смерти, чтобы тем самым лишить силы, имеющего державу смерти. Смотрите, то есть получается, что через то, что люди боятся смерти, они подвержены рабству. И вот сейчас, когда я читаю это все, когда я размышляю над тем, что происходит в мире, я понимаю, что прежде всего людей держат в страхе смерти, вот те события, которые происходят. То есть всех заставляют
привиться, там, еще что-то сделать. Почему? Потому что люди боятся потерять работу. Люди боятся смерти, люди боятся, что им нечем будет кормить, что им, как они будут жить, а что я буду делать, если я не послушаюсь вот того, что явно видно, навязано. И вот Писание дает нам такую чудесную надежду, что мы, имея в Господе вечное начало, мы имеем также в нем и вечное обетование спасения. Что бы с нами ни происходило, мы можем быть уверены в нем. Мы можем быть уверены, что у нас будет что поесть и чем накормить наших детей. А если не будет, ничего страшного, попастимся, пройдем какой-то период, и снова будет. То есть мы в Боге, и у нас вечное начало. Мы имеем больше, чем вот это временное, мимолетное существование на этой земле. Мы пришли из вечности и в вечность уйдем. И поэтому, да, некоторые из героев веры, они скитались в милотях и коже, скрывались в пещерах, и им приходилось несладко, чтобы нести свое призвание. Но они достойно выдержали это и сумели пронести имя, которое наречено на них, и достоинство славы Божьей, в которой они призваны, через всю свою жизнь, тем, что они не пошли на компромисс и не склонились пред силами тьмы, которые разными ухищрениями, лукаво, или там обманом, или шантажом, или навязом, или еще как-то пытались навязать им свою волю. Поэтому, дорогие, в это последнее время нам нужно быть особенно чуткими к тому, чтобы слушать свое сердце, слушать, что Дух Святой говорит нам в свое сердце, чтобы не идти на поводу у вот этого дьявольского, сатанинского, лукавого навязывания, которое диктуется нам на сегодняшний день по всему лицу земли. Будем достойно нести славу и имя Господа нашего Иисуса Христа, и поможет нам в этом Господь. Спасибо за внимание. С вами был Роман Углев, Церковь последнего времени.